правильно ты сказал, понравилось им, не понравилось то, что ты сказал, промолчал ты, еще что-нибудь, без разницы, что бы ты ни сделал, тебя будут бить. Честно, со всеми ногами, со всем животом и со всем остальным. Очень большое было желание, но реально не было физической возможности просто встать, посмотреть этому чему в глаза и сказать, ну, пристрели меня уже наконец-таки, если ты такой крутой. Плюс с учетом того, что мне прилетело в живот, когда я попросил адвоката, ну, еще стоял, наклонившись, подписывая этот, и попросил адвоката. Вот, и мне просто со всего размаху прилетело в живот. Я думал, все уже там, ну, на этом просто... До этого была нога выбита, и, ну, я пока еще стоял там, и пока ты туда приехал, еще, видимо, работает адреналин, и оно не ощущается сразу боли. Но спустя, наверное, час или полтора мы простояли на коленях и начали водить на допрос. И когда меня подняли, я понял, что все, ну, с ногой там что-то не так. Я туда на 3-й этаж еле доковылял. Увидев пост уже с Лешей, который стоял на коленях, это мой коллега, сотрудник, я его очень хорошо знаю, и это был мужской поступок. Ну, я прочитал эту историю, просто распечатал плакат, и все. Таких нас оказалось несколько человек. Никто ничего не организовывал, не было такого, кто пойдет там что-то защищать, нет. Просто практически молча мы оставили все вещи и вышли, выдвинулись пешком на площадь Ленина. Пока туда пришли, Леши уже не было. Вот, к тому моменту. Мы просто пришли, спокойно встали на колени, подняли плакаты. Вот, у 3 из нас были плакаты, один был без плаката. Ну, как бы, тут не суть, просто кто с чем хотел поддержать, про девочку. Вот. Приехал бус синий, Форд, вылезли. Ну, культурно я их не могу называть, да, это реально гоблины, просто в масках, им даже стыдно, они даже лица свои показать не могут. Нас пластиковые наручники затянули и все. Мы стояли на коленях в проходе друг за другом, да, смотря в спину товарищам. Нас было 4, вот так мы и поехали в РОВД. Ну и там уже началось. Били по шее, задавали вопросы, оскорбляли, сколько заплатили. Вот. Когда узнали, что мы программисты, спросили, сколько зарабатываем. Когда узнали, сколько зарабатываем, поняли, что тема с заплатили не вариант, ну, потому что средняя зарплата программиста $1700. И сказать, что за 1000 мы вышли рискнуть своей попой, очень смешно. Приехали в РОВД, на территории РОВД, Леша уже говорил, вот, он как раз слышал. Нас выводили один за одним, я был 2-й. Поставили в спортзале Ленинского РОВД, вот, сказали, любите на коленях стоять, ну и здесь будете стоять, только еще и мордой в пол. Вот так мы там в наручниках, в позе, не знаю, как ее правильно описать, ну на коленях реально все, шевелишься, сразу прилетают, бьют. Потом еще поприходили, попинали ногами из разряда, что дома не сидится, ну опять же вот это все унижение, и где-то через час-полтора повели на допрос. Вот, ну там по одному. И вот тогда, когда меня подняли, я понял, что с ногой что-то совсем не то. Ну я просто на нее, я ее выпрямить нормально не мог, потому что дико болело, и нагружать не мог. И вот так ковылял на 3-й этаж. Составляли этот протокол опроса. Пришел, по-моему, ОМОНовец, укомплектованный полностью во всей защите, и на лоб вместе с мылом, ну, из такой баночки, пшикнули йода, сказали, заставили умываться. Все, ну, там, все лицо здесь было. Ну, я уже понимал, к чему идет этот, я просто протер, посмотрел, что это не мыло, да, и все. Ну, дальше, говорю, сами умывайтесь. Поставили подписывать протокол, я попросил адвоката. Просто, ну, там есть графа, где я имею право на защитника, я говорю, ну, можно мне, пожалуйста, адвоката? Все, в этот момент прилетел, рядом кто-то сидел, я услышал только, что он встает, я даже не понял, из-за чего. И со словами, что-то ты до сих пор еще не понял, ну вот что-то такое. Вот. Ну, я уверен, что там культурного было 50, может быть, даже меньше процентов. И ударил с колена в живот, я не ожидал, поэтому даже не закрывался от этого. Ну, меня привели, там положили отдельно, вот, потому что, видимо, поняли, что перестарались. Не дали, конечно, занять, ну,
Положили это там громко сказано, потому что там колени под себя, все это, ну, то есть как мог, я так себя там и собрал, и все. Ну, то есть я лежал там, не знаю, в позе умирающей улитки, что-то такое на боку, да, и все. То есть сказали, повернешься, дернешься, где-то что-то посмотришь, дубинкой, ну, по-русски побьют. Ну, там они говорят не совсем, только матами. Ну и где-то час, я думаю, я в таком положении лежал, пока не пришел, походу, начальник. Вот, в сером костюме, рубашке, и не сказал, что вызывает скорую. Ну, все. Потом уже приехала скорая, там, и меня забрали с подозрением на разрыв. Ну, реально, когда диагноз мне сказали, мне там не по себе было. Ну, то есть врач говорит, ты живот хоть расслабь, а я не могу. Ну, то есть настолько это, да, там ногу я выпрямить не могу. Ну, то есть мне там выпрямлял врач. Все, погрузили в скорую и повезли. Моя очередь доказывать это все в суде. Я не хочу никакой мести, никакого насилия. Это будет исключительно судебное разбирательство. Я им обещаю, что если кто-то даже посмеет мне угрожать, мне, моей семье, моим коллегам, знакомым, вот, это все будет опубликовано моментально, сразу же. Вот. По всем этим вариантам будут работать лучшие адвокаты Беларуси, поверьте. IT-сообщество сделает все для того, чтобы все программисты, которые пострадали, вот, для того, чтобы наказать всех причастных к этому всему. Это гарантирует любой айтишник, любой программист. Никому не хотел бы пожелать оказаться в такой же ситуации 100%. Ну, то есть это травма психологическая 100%. Да, то есть после нее я уверен, что нужно обращаться просто к психологу и, по крайней мере, выговориться. И на самом деле это один из пунктов, почему я, скажем так, не то что с удовольствием, но даю интервью, чтобы выговориться, чтобы это прошло, чтобы я это проанализировал с кем-то, а люди это просто узнали. Сейчас я прекрасно понимаю, что я хочу одного, не насильственно всех наказать, именно всех найти. Желательно еще, чтобы эти сволочи друг друга просто там сдавали. Вот. Потому что я знаю там имена части, да, ну, часть, там будет имя человека, который присутствовал на суде, вот. Он был в этом кабинете, и он мог это все остановить, он не остановил. Будет имя следака, который писал это все, он составлял протокол тогда, когда мне дали в живот, и он это все не остановил. Он видел вообще мое состояние на тот момент.